Шофлапан Бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 27-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасарок. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Конечно же, не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, у нас с вами на сегодняшнем занятии запланировано небольшое упражнение, и дальше мы с вами закрепим произношение и правильное чтение некоторых слов. Итак, давайте не будем откладывать и приступим. Так, да, упражнение и чтение у нас на сегодняшнем занятии. Значит, упражнение у нас на переписывание. Переписывание на абазинском языке ахвелгара. Ахвелгара. Давайте потренируем произношение этого слова. Не такое уж простое слово, целых 3 таких интересных звуков встречается в этом слове. Давайте все повторим. Ахвелгара. Ахвелгара. И давайте сразу вспомним, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных звуков. Первый звук, который мы с вами здесь видим, это х, твердый знак, да, это один звук, звук х, и мы его запоминаем с помощью слова шапка, кхлпа, кхлпа. Дальше красным выделен звук в. Звук в состоит из букв г, палочка в. Произносится как в, как в. Это слово мы запоминаем с помощью слова гнездо, да, гнездо, вяра, вяра. Угу. Так, дальше звук г, который пишется как г, палочка, мы с вами запоминаем с помощью слова весна, гапн, гапн. Давайте, знаете, что еще раз повторим слово переписывание на абазинском языке ахвелгара. И запомним, что звук х мы запоминаем с помощью слова шапка, кхлпа. Звук в мы запоминаем с помощью слова гнездо, вяра. И звук г мы запоминаем с помощью слова весна, гапна. Теперь приступим к самому упражнению. Мы с вами сегодня разберем текст. Это очень такой полезный текст. Мы можем из этого, значит, текста для себя множество заготовок наметить, да? Когда мы, например, рассказываем о себе, где мы родились, где мы живем, нравится ли нам это место и так далее. Итак, приступим. Сара, Черкесск, стабзазит. Араа, саадрит, садзингалт. Сара, Черкесск, стабзазит. Ара асадрит, садзингалт. Я живу в Черкесске. Я здесь родился, вырос. Итак, смотрите, как интересно, да? Мы с вами теперь знаем, что если мы захотим сказать в разговоре о себе, да, о том, в каком городе мы проживаем, мы можем сказать Сара, например, Петербург, стабзазит. Это будет правильная конструкция. Можете себе записать, что вот эту конструкцию, да, как мы говорим о том, где мы живем. Ара асадрит, садзингалт. То есть, чтобы сказать, где я родился, мы используем слово садрит. Например, бина. Можно сказать бина садрит. Ара, это просто слово здесь. Садзингалт, вырос. Садзингалт, вырос. Ужас, какой ливень. Мне кажется, даже слышно вам его. Так, давайте теперь еще раз все вместе прочитаем. Сара, Черкесск, стабзазит. Ара асадрит.
Садзенгл. Итак, теперь давайте обратим внимание на выделенные звуки. Звук «т» мы запоминаем, конечно же, с помощью слова «сова». «Сова» пишется как «т». Обратите внимание на написание. Звук «р» мы запоминаем с помощью слова «весна». «Апн». Давайте потренируем его произношение. «Апн». И, конечно, звук «дз», вот выделено зеленым, этот звук пишется как «д-дз». Мы его запоминаем с помощью слова «вода». «Дз». Теперь двигаемся дальше. Вот мы рассказали о том, где мы проживаем, где мы родились, где мы воспитывались. Теперь мы можем немножко перейти к описанию города. Вот слушайте. А город Гидуум, Ауаса Шзап, Земвялаги Сгопхит. А город Гидуум, Ауаса Шзап, Земвялаги Сгопхит. Город небольшой, но красивый. Мне здесь нравится все. А город Гидуум, Ауаса Пшдзап, Земвялаги Сгопхит. Значит, давайте теперь немножко разберем. Здесь мы говорим, что город небольшой, но красивый. Очень интересная конструкция, да? Мы можем, значит, чем она интересна? Мы можем выучить конструкцию «но». Вот, например, мы говорим, город небольшой, но красивый. Значит, Ауаса в этом случае как раз-таки и выступает в виде союза «но». Вот это тоже можно запомнить. Давайте еще раз прочитаем. А город Гидуум, Ауаса Пшдзап, Земвялаги Сгопхит. Теперь давайте обратим внимание на звуки, которые мы здесь встречаем. Звук «г» в слове «гидуум», ну, простой звук, правда? «Г». Даже вот на русском, как вы будете писать звук «г»? «Г» – мягкий знак. Поэтому не будем на нем прям подробно останавливаться. Перейдем к звуку «дз», выделен красным. «Д-з», вот как пишется этот звук. Конечно, мы его запоминаем с помощью слова «вода». Вода, «дз». Вода, «дз». Дальше мы видим звук «п». Звук «п», конечно, мы запоминаем с помощью слова «р». «Р». Давайте произнесем еще раз «р». Клюква. Клюква. Дальше мы встречаем звук «в». Звук «в» мы, конечно, запоминаем с помощью слова «гнездо». «В» – «вяра». Звук «в» мы пишем как «г», палочка «в». Дальше мы видим звук «г». «Г» мы запоминаем с помощью слова «сердце». «Г». Обратите внимание, как пишется этот звук, да? «г-в», «г-в». И, конечно же, звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». «Т». Сова. «Т». Еще раз давайте прочитаем. А город Гидуум, Ауаса Пшдзап, Земвялаги Исгуапхит. А город Гидуум, Ауаса Пшдзап, Земвялаги Исгуапхит. Молодцы. Теперь двигаемся дальше. Черкесск Апны, Ларпшига Щардап. Черкесск Апны, Ларпшига Щардап. В Черкесске много мест для отдыха. Ларпшига может переводиться как место для отдыха, а также как достопримечательность. Давайте еще раз прочитаем. Черкесск Апны, Ларпшига Щардап. Звук «п» мы пишем как «п». Палочка запоминаем с помощью слова «прп». «Прп» это на абазинском клюква. «Прп». Например, видите, это тоже такая конструкция, которую вы можете прям брать готовую и использовать. Например, вы хотите сказать, что в Москве много достопримечательностей. Вы говорите «Москва Апны, Ларпшига Щардап». В Петербурге много достопримечательностей. Петербург Апны, Ларпшига Щардап. Ларпшига
места для отдыха, достопримечательности, щардак, ну, понятно, много, да. Теперь двигаемся дальше. Перечисляем, какие же достопримечательности и места для отдыха есть в Черкесске. А парк, а театр, а музей, а Гарбарта, а Клиса, парки, театры, музеи, выставочный зал, храмы. А парк, а театр, а музей, а Гарбарта, а Клиса. Парки, театры, музей, выставочный зал, храм. Вот какие достопримечательности мы можем увидеть в Черкесске. Тоже очень, здесь чем полезна эта часть, да, нашего упражнения в том, что мы запоминаем, как можно сказать, музей, ладно, как мы можем сказать, выставочный зал, храм. Храм здесь имеется в виду церковь, то есть Агарбарта в единственном числе, да, Агарбарта это было бы уже множественное число. Так, теперь что хочу вам сказать. Помните, мы с вами проходили притяжательные, не притяжательные эти местоимения. Вот мы с вами проходили, когда мы используем частицу А, когда мы прибавляем, да, парк, и мы говорили, когда мы знаем, о каком парке идет речь, например, да, то мы говорим а парк. Это первый случай, а второй случай, когда мы используем множественное число. Как мы можем с вами разобраться, множественное здесь число или нет? Это мы понимаем по частичке «ка». Это как раз показатель множественного числа. Смотрите, парк «ка», театр «ка», Клиса «ка», да? Это все показатель множественного числа, и так как мы образуем множественное число, мы автоматически прибавляем и частицу А. Да, это я вам хотела сказать, что мы это проходили в теме про неопределенные и определенные формы существительного. Итак, конечно же, мы здесь видим звук К. Звук К мы запоминаем с помощью слова крыша. К. Крыша. Дальше мы видим звук Г. Звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Гапна. Весна. Гапна. Двигаемся дальше. Аурамква скяб. Ялыргап. Улицы чистые, обустроенные. Давайте прочитаем. Аурамква скяб. Ялыргап. Аурамква скяб. Ялыргап. Аурамква скяб. Ялыргап. Опять посмотрите на то, как мы образуем слово улицы. Улицы, множественное число, да? Единственное число улица урам. Откуда берется А и откуда берется частица Ка? Ка это потому, что мы хотим сказать, что во множественном числе, да? Улицы урам Ка. Почему мы прибавляем частицу А? Потому что мы знаем с вами, что когда частица А прибавляется к неопределенной форме, это происходит при употреблении существительного в словосочетании, в предложении, да, либо при образовании формы множественного числа. То есть, когда мы образуем множественное число, мы сразу прибавляем частицу А и окончание «ка», потому что это окончание как раз есть показатель множественного числа. Давайте теперь перейдем к звукам. Звук «к» выделен красным. Мы его запоминаем с помощью слова «крыша». Крыша. И звук «п» мы запоминаем с помощью слова «прп». Прп. Клюква. Прп. Клюква. Звук «к» в слове «скяб» мы просто можем догадаться, как он пишется, поэтому не будем на нем подробно останавливаться, потому что даже зная просто
русский язык, легко предположить, как пишется звук К, как К мягкий знак, правда? Давайте еще раз прочитаем предложение и будем двигаться дальше. Аурамква цкяп, ялргап. Молодцы. Теперь следующее предложение. Аткванква щардап, ютахыта юмауаш гяам. Аткванква щардап, ютахыта юмауаш гяам. Магазинов много, можно купить все, что хочешь. Магазинов много, можно купить все, что хочешь. Аткванква щардап, ютахыта юмауаш гяам. Так, давайте теперь перейдем к звукам. Мы видим звук К, который выделен красным, встречаем аж 2 раза в этом предложении. Звук К пишется как КВ. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова крыша. К. Звук П, мы видим его в слове щардап. Мы запоминаем с помощью слова прп, клюква, прп. Звук Х мы запоминаем с помощью слова шапка, хлпа, хлпа. Звук Х пишется как Х твердый знак. Давайте, звук Г, я на нем подробно не останавливаюсь, потому что легко, легкий, простой звук. Г это Г мягкий знак. Итак, давайте сейчас с вами еще раз прочитаем это предложение. Аткванква щардап, ютахыта юмауаш гяам. Аткванква щардап, ютахыта юмауаш гяам. Обратите внимание на слово магазин, да? В абазинском языке аткванква. Магазины, да. Ткван – магазин, множественное число с помощью прибавляем окончание ква, частицу ква, получается у нас множественное число. И частицу а мы прибавляем, так как образуем множественное число. Получается у нас аткванква, аткванква. И последнее предложение в этом упражнении. Сара, черкесск, бзи, избит. Я люблю черкесск. Сара, черкесск, бзи, избит. Сара, черкесск, бзи, избит. Так, звук Т в слове избит мы, конечно, запоминаем с помощью слова сова. Т. Давайте еще раз прочитаем эту конструкцию. Сара, черкесск, бзи, избит. Молодцы. Теперь мы с вами сегодня уже освоили упражнение, которое мы с вами переписываем. И теперь пришло время перейти к чтению. Правила чтения называется у нас этот раздел. Давайте на абазинском узнаем, как это произносится. Ахарыфква рагабхэща. Ахарыфква рагабхэща. Правила чтения. Конечно, давайте теперь разберем по буквам. Выделим интересные буквы. Звук Х мы запоминаем с помощью слова груша. Ха. Звук К мы запоминаем с помощью слова крыша. К. Звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. И звук Х мы запоминаем с помощью слова золото. Хапщ. Давайте потренируем произношение теперь еще раз. Ахарыфква рагабхэща. Ахарыфква рагабхэща. Молодцы. Теперь давайте приступим к самим словам. Значит, смотрите, сейчас мы с вами будем переписывать слова, которые нам встречались в предыдущем упражнении, для того, чтобы их с вами лучше запомнить. Запомним то, как они пишутся, запомним их перевод и обратим внимание на особенные звуки, чтобы нам легче было их прочесть, когда они нам встретятся в следующий раз. Итак, слово
Бзазара. Жить. Жизнь. Бзазара. Жить. Жизнь. Следующее слово адзынгылра. Вырасти, вырастать. Адзынгылра. Следующее слово пшдза. Красивый. Пшдза. Красивый. Итак, еще раз. Бзазара. Жить или жизнь. Адзынгылра. Вырасти. Пшдза. Красивый. Пшдза. Красивый. Смотрите, здесь какие мы звуки видим. Во втором слове, в слове вырасти, адзынгылра, мы видим звук г. Пишется он как г-палочка, да? Запоминаем мы его с помощью слова весна. Гапн. Г, гапн. Звук дз, мы его встречаем дважды на этом слайде. В слове адзынгылра и в слове пшдза. Звук дз. Пишется как д, з. Мы запоминаем его с помощью слова вода. Дз. Бзазара. Адзынгылра. Пшдза. Думаю, успели записать. Давайте теперь двигаемся дальше. Следующая группа слов. Гобхара. Нравится. Гобхара. Ларпшыга. Достопримечательность или место отдыха. Гарбарта. Выставка. Гобхара. Нравится. Ларпшыга. Достопримечательность или место отдыха. Гарбарта. Выставка. Очень интересно, да, что вот Гарбарта. Выставка. Мне очень приятно знать, что вот теперь мы знаем, как сказать выставка на родном языке. Гарбарта. Гобхара. Нравится. Ларпшыга. Достопримечательность или место отдыха. Гарбарта. Выставка. Вы переписываете пока, не спеша, а я пройдусь по выделенным звукам. Так, звук г в слове гобхара мы пишем как гв, запоминаем с помощью слова сердце. Г. Г. Звук г в слове гарбарта. Выставка мы запоминаем с помощью слова весна. Апн. И пишем мы его как г-палочка. Пишем этот звук как г-палочка. Давайте еще раз я вам прочитаю. Кто уже написал, повторяйте за мной. Кто не написал, пишите. Гобхара. Нравится. Ларпшыга. Достопримечательность. Гарбарта. Выставка. Гарбарта. Выставка. Следующая группа слов. Клиса. Церковь. Урам. Улица. Скя. Чистый. Скя. Чистый. Клиса. Церковь. Урам. Улица. Скя. Чистый. Клиса. Церковь. Урам. Улица. Скя. Чистый. Здесь мы выделили звук к, чтобы обратить на него внимание. И, запоминать его очень просто. Да? Точно так же, как и в русском языке, звук к пишется как к мягкий знак. К. Клиса. Церковь или храм. Урам. Улица. Скя. Чистый. Молодцы. Здесь простые, в принципе, слова. Давайте будем двигаться дальше. Аларгара. Привести в порядок. Или сделать уборку. Аларгара. Привести в порядок. Или сделать уборку. Чарда. Много. Бзибара. Любовь. Аларгара. Привести в порядок. Или сделать уборку. Чарда. Много. Бзибара. Любовь. Аларгара. Привести в порядок. Или сделать уборку. Чарда. Много. Бзибара. Любовь. Здесь все просто. Как слышим, так и пишем. Да? Следующие, последние два слова на сегодня. Это слово тпан, магазин, и слово араа, здесь.
Ткуан – магазин, араа – здесь. Ткуан – магазин, араа – здесь. Обратите внимание на звук К в слове ткуан. Ткуан – это магазин. Звук К пишется как В. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова крыша. К. Обратите внимание на слово араа здесь. Посмотрите, как произносится твердый знак, как он читается, как твердое А, да? Араа, араа. Ткуан – магазин, араа – здесь. Вот молодцы. Очень хорошо мы с вами сегодня потрудились. Выучили немало новых слов, отрепетировали произношение довольно немалого количества звуков, поэтому, я считаю, очень хорошо потрудились сегодня. Перед тем, как с вами попрощаться, хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube канал Алашара и YouTube канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах Чзразхат.